В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Минтранс назвал сроки закрытия паромной переправы Якутск-Нижний Бестях. Они могут быть изменены с учетом погодных условий и обстановки на воде. Арктика – будущее страны. В столице республики прошло расширенное заседание Совета по региональной политике Российской академии наук и правительства региона. Ну а жители Якутска тем временем обеспокоены необычным поведением уток. Птицы и не думают улетать в теплые края. Расскажем, в чем причина. В республике аграрии продемонстрировали впечатляющие темпы уборочной кампании по нескольким направлениям. Они собрали 15 центнеров урожая с гектара. В последний раз настолько плотный урожай собирали 20 лет назад. Грубые корма в республике заготовлены на 97% от плана. Это 411 тысяч тонн. Кроме того, имеется запас кормов прошлых лет. Это около 15 тысяч тонн. Заготовлено уже больше 484 тысяч тонн зерна, что на 17% больше годового плана. Силос 28 тысяч тонн с перевыполнением плана на 19%. Сенаж около 14 тысяч тонн. Паромную переправу Якутск-Нижний Бестях планируют закрыть в конце октября. Сроки могут быть изменены с учетом погодных действий и обстановки на воде, сообщили в региональном Минтрансе. Уточняется, что сейчас паромная переправа между Якутском и Нижним Бестяхом работает штатно по летнему графику. По данным министерства, на маршруте 13 паромов. По решению Росморречфлота навигация по этому направлению продлится примерно до 16-18 октября, но даты могут быть скорректированы, отмечает Минтранс. Арктика – будущее страны. В столице республики прошло расширенное заседание Совета по региональной политике Российской академии наук и правительства Якутии. Ученые и политики обсудили новые стратегические ориентиры развития России в современной Арктике. На севере пересекаются интересы фундаментальной науки, инновационного развития и социально-экономического прогресса. Сотрудничество академиков и республики помогает решить эти проблемы. Дальнейшее развитие укрепит энергетический потенциал страны и расширит логистические возможности. Мы сейчас понимаем, что очень большое внимание уделяется развитию регионов. Потому что в целом получается, что в России принят вектор такого восточного направления развития. Ну, это не случайно, поскольку и территория очень большая, да. А еще, что очень важно, здесь сосредоточены очень большие ресурсы. Ресурсы связаны и с минеральными компонентами, значит, и с биологическими ресурсами. И, конечно, значительное место играет и развитие энергетической системы, и логистической системы. В Якутске пройдет ежегодный форум психологов. В рамках мероприятия специалисты обсудят современные методы поддержки, реабилитации, а также обменяются опытом работы с особыми категориями граждан. Помимо форума, Республиканский психологический центр продолжает оказывать бесплатную помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Получить консультацию могут все желающие, вне зависимости от возраста и характера запроса. Особенностью программы является возможность записаться анонимно, используя псевдоним, что позволяет сохранить полную конфиденциальность. Мы готовим программу для специалистов преимущества государственных и муниципальных учреждений по актуальным темам отрасли и приурочим некоторые секции к 25-летию государственной психологической службы в Якутии. Часть секций будет предназначена для специалистов всех форм практики. Ссылки на программу и онлайн-регистрацию будут своевременно опубликованы в официальных СМИ и социальных сетях Минмолодежи. В Якутии состоялась торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Доброволец Донбасса». Высоких наград удостоены 17 человек, участники боевых действий, добровольцы и медики, оказавшие гуманитарную и медицинскую помощь. Знаки почета получили и те, кто принимал участие в защите мирного населения, служил в медицинских подразделениях, занимался доставкой гуманитарной помощи и лечением добровольцев на территории России. Кроме того, в рамках мероприятия состоялось награждение медалями и грамотами за помощь участникам СВО в честь десятилетия Конфедерации целителей России по Республике Саха. Эту награду получали очень многие бойцы, командиры и волонтеры. Награда обязывает, можно сказать, быть достойными защитниками своей Родины и, можно сказать, выполнить священный долг – это защитить нашу необъятную Родину. Республика реализует комплекс мер по увековечиванию подвигов героев и поддержке тех, кто проявляет мужество сегодня.
Программа «Якутия. Земля героев» и стажировки участников СВО в районах направлены на социальную адаптацию и профессиональную переквалификацию ветеранов, позволяя им применить полученный опыт в различных сферах. Горный район наглядно демонстрирует эту практику. Участник Чеченской войны и участник СВО Николай Никифоров проходит стажировку в администрации района. Он знакомится с работой отделов, администрации сельских поселений, участвует в мероприятиях и общается с жителями. Этот проект вообще я считаю очень важным, потому что мы делом показали, что болеем за страну, и на государственной службе, там, муниципальной службе мы тоже не будем отставать, думаю. И для меня это вообще вызов был, и реабилитация. Швейный цех в Нюрбе работает без выходных. Швеи неустанно трудятся, чтобы помочь участникам СВО. Сам цех круглогодично работает с 29 сентября 2022 года. Здесь трудятся умелые мастерицы. Это бабушки, матери, которые шьют со всей любовью, теплотой и заботой. С песнями, стихами и поздравительным танцем швейный цех посетили воспитанники детского сада «Аленушка». Малыши с особым интересом расспрашивали о работе, осматривали изделия, созданные для бойцов. У женщин-мастериц нет выходных. На данный момент шьют теплые комплекты, толстовки. Своими руками делают обереги. Благодаря их слаженной работе все необходимые вещи вовремя доставляются в зону СВО. Мы сейчас уже флисовые толстовки шьем и куртки внутрь флис, а сверху плащевый материал. Вот они любят, что там ветер не дует и тепло. Ну, делаем обязательно с карманами. Да. И обязательно лучше на молнии или на пуговицах, говорят. Вот, ребята как хотят, так и мы шьем. Ну, стараемся так шить. Мирнинская ЦРБ пополнилась 62 новыми сотрудниками. Среди вновь прибывших медиков специалисты разных профилей, что обеспечит комплексное улучшение медобслуживания населения. Теперь жители смогут получать консультации и лечение у квалифицированных врачей в полном объеме. Подробнее в сюжете далее. Медицинское сообщество Мирнинского района пополняется молодыми специалистами, готовыми вносить вклад в поддержку здоровья жителей Алмазного края. Недавно закончившая ординатуру Татьяна Попова приступила к работе врачом, анестезиологом, реаниматологом в отделении реанимации. Ее первые месяцы на новом месте показывают уверенное и успешное включение в работу команды профессионалов. Я являюсь участником программы «Мирнинский доктор». Получила 1 миллион рублей от администрации Мирнинского района и 1 миллион рублей от акционерной компании «Алроса». Меня обеспечили жильем. Моя квартира находится недалеко от больницы. Все находится в шаговой доступности. Ребенка устроила я в детский сад, тоже находится в шаговой доступности. В этом году Мирнинская центральная районная больница значительно укрепила свою команду. В учреждение пришло работать 62 новых сотрудника, среди которых врачи, медсестры и лаборанты. Это пополнение кадров позволит значительно улучшить медицинские услуги, предоставляемые населению. 27 врачей, 21 медицинская сестра, 4 медицинских лабораторных техника. То есть это специалисты, которые работают в лаборатории, делают анализы. И 9 фельдшеров. Несмотря на то, что прибыл врач-анестезиолог, у нас также остается острым вопрос укомплектования отделения анестезиологии и реанимации. Также у нас есть несколько вакансий участковых терапевтов. Общее усиление кадров состава больницы станет важным фактором повышения качества медицинского обслуживания местных жителей. Новый профессиональный потенциал обещает принести значительные улучшения в организации здравоохранения и повышение доступности качественных медицинских услуг. Анна Васильева, Мирный. Преподаватели колледжа креативных индустрий «Аярустар» продемонстрировали свое мастерство. Около 200 работ стали экспонатами Музея музыки и фольклора в Якутске в рамках новой выставки. Это и предметы изобразительного искусства, и украшения, и аксессуары. Экспозиция представила даже костюмы из коллекции Абакаяда и Баянай.
Как отметили организаторы выставки, таким образом они поздравили коллег с 85-летием российской системы СПО и 80-летием Великой Победы. Ну а вот подготовка к презентации началась еще за полгода до открытия выставки. Выставка называется «Преподаватели колледжа. Традиция, дизайн, креатив». То есть уже мы весной об этом поговорили, чтобы провести свою персональную творческую выставку. Заслуженный тренер республики Аркадий Прокофьев в детско-юношеской спортивной школе имени Николая Захарова Сахаччо продемонстрировал основные движения гимнастики для оздоровления тела и ума – цигун и тайцзи-сюань. Аркадий рассказал, что эти методики полезны для здоровья человека, для поддержания нормальной работы крови, сердца и сосудов. Ребята внимательно следили за движениями, которые показывал тренер, старались их повторить. Сам же специалист объяснил каждое движение и показал, как надо дышать, какие мышцы нужно задействовать. Спортсмены и тренеры отметили, это занятие дало им новые знания и поможет развиваться физически. Эта система цигун позволяет человеку научиться через движение, дыхание и концентрацию ума, через медитацию, соединив вот это все три в одно, научиться регулировать свое состояние, поднять свой тонус, не расходовать свою энергию на излишние эмоции или нервные состояния, а наоборот собирать, пользоваться своими и внешними обстоятельствами, и внутренними. Жители Якутска обеспокоены необычным поведением уток. Все дело в том, что в столицу пришли первые морозы. Ночами температура падает сразу до -10 и -15. Места обитания птиц, водоемы покрываются льдом. Ну а утки, облюбовавшие городские озера, и не думают их покидать. Эксперты объясняют, задержка миграции связана прежде всего с человеческим фактором. Регулярная подкормка уток создает у них ложное ощущение безопасности и достатка пищи, из-за чего они теряют инстинкт полета. Они не накапливают достаточно энергии, то есть жиронакопления, которое бы способствовало им дальше лететь, потому что все вот эти вот хлеб – это углеводная пища, которая не дает максимально той энергии, которая она должна получить, чтобы улететь дальше. И тем самым птица истощена, скорее всего, из-за этого остается. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.